Кого защищают белорусские провластные правозащитники? Зачем появился Центр системной правозащиты? Чем опасна эта организация? Причем тут Роман Протасевич? И устраняют ли спецслужбы Лукашенко свидетелей? Попробуем разобраться. Вот этот мужчина в костюме правозащитника – Дмитрий Беляков. Фото сделано в прошлом году в разгар эмигрантского кризиса на польско-белорусской границе. Беляков приехал туда раздавать лекарства беженцам, разумеется, фиксируя все это на камеру. И чтобы всем было понятно, что он типа правозащитник, надел майку Human Rights Activist. Я как правозащитник могу только помогать и чем могу. Вот. С правовой точки зрения хочу отметить, что сейчас с белорусской стороны вообще претензий, вопросов никаких, ни к погранслужбе, ничего, все очень гуманно и аккуратно. А за Беляковым в полной амуниции и шлемах стоят тоже, видимо, правозащитники. И зачем такое снаряжение, если, казалось бы, на белорусской стороне все тихо, гуманно и спокойно? Hybrid attack on our EU borders. Belarus is weaponizing migrants' distress. Официальная регистрация у этой так называемой правозащитной организации появилась в октябре 2021 года, то есть когда пошла большая волна эмигрантов. До этого Беляков не интересовался правами человека. Пытки и бесчеловечное отношение на Окрестина его вообще ни разу не волновали. В то время он был занят более важными делами. Хотел зарегистрировать свою организацию «Единое Отечество», но ему отказал Минюст, из-за чего он очень сильно огорчился и назвал их душителями патриотов. Все нам отказали в регистрации, поддержали они Управление юстиции Мингорсполком. Мы будем, конечно, это дело все обжаловать в суде, вот эта формальность. Пойдем, конечно, в Верховный суд, сейчас юристы этот вопрос решают, работаем, братья. Но до того, как он загорелся идеей создать пророссийскую организацию, он тоже не бездельничал. Если покопаться в интернете, то можно найти Белякова в различных амплуа. Вот он дает интервью российским пропагандонам и представляется как бывший сотрудник КГБ. Директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС, подполковник запаса. А вот он, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС. Также он занимается проектом «Инфоспецназ», цель которого якобы просветительская деятельность. Одним словом, человек-оркестр. И жнец, и чтец, и гэбист, и просветитель, и правозащитник, и на дуде игрец. Как у него только хватает времени всем этим заниматься, непонятно. Но, как вы понимаете, на права беженцев ему абсолютно плевать. Он приехал на границу, раздал пару сотен порошочков от простуды, аскорбинку и мешки для мусора. Сегодня мы скупили в аптеке всю аскорбиновую кислоту, 400 или 500 пачек я вот везу, вот они вот здесь лежат в большом пакете. Вот. Кроме того, мы везем большую партию пакетов для мусора, чтобы, конечно, там немножко навели вот этот порядок. Наверное, раскошелились аж на целых 500 рублей. Усим по 500, как говорится. И то очень сомневаюсь, что из собственного кармана. И на этом, судя по всему, вся помощь закончилась. Больше отчетов мы не нашли. И теперь главная задача организаторов — писать посты о том, как плохо жить в Европе. Но больше всего меня поражает циничность того, что они делают. Это, знаете, как будто взяли текст с какой-нибудь правозащитной организации вроде «Весны», выкинули оттуда понятия, касающиеся прав человека, добавили немного эпитетов для красного словца, и вместо страны Беларусь вставили другие страны, например, Польша или Франция. Такое кривое зеркало получилось. Да и на самом деле Беляков воплотил свою идею о пророссийских организациях, потому что на канале периодически появляются прокремлевские репосты. Но кроме Белякова в организации есть и другие одиозные личности. Так, например, в нее вступил бывший главред Нехта Роман Протасевич. И теперь он тоже вещает на фоне фирменного баннера системной правозащиты. Рассказывает, например, как польские власти не справляются с украинскими беженцами. Хотя откуда он это знает, если он, в принципе, и в Польше уже давно не был, непонятно. Власти в целом пытаются сделать хорошую мину при плохой игре и постоянно говорят о новых мерах по поддержке. Однако на деле все оказывается на порядок сложнее. Как там оказался Протасевич, если он находится под домашним арестом? Это, конечно, интересно. Видимо, сотрудничество со следствием проходит у Ромы
успешно. Сам Протасевич говорит, что цели у организации не совсем-то и политические, что главная их задача – международные вопросы. Например, история польского солдата-перебежчика Эмиля Чичко. Он рассказал о том, как на границе якобы расстреливают беженцев, но вот представители ООН не нашли никаких захоронений, о которых солдат говорил. К тому же не нашлось никаких других свидетелей, кто мог бы это подтвердить. А вот, собственно, и он сам на фоне того же баннера. Дальнейшую историю Чичко вы, наверное, знаете. Его нашли повешенным в квартире, где он жил. Что с ним произошло, до сих пор неизвестно. Возможно, он просто разочаровался во всей этой затее и действительно решил свести счеты с жизнью. Польская же сторона утверждает, что Эмиль был психически нестабилен, имел проблемы с алкоголем и даже применял физическое насилие в отношении своей семьи. Он бил свою мать. Так что такая версия, что он покончил с собой, вполне вероятна, хотя белорусские пропагандоны считают иначе. На мой взгляд, его гибель – это дело рук польских властей, потому что именно они накинули на него петлю, и именно они заставили его совершить то, что произошло. Я надеюсь, Лебедева говорит метафорически. Ну, не может же такого быть, чтобы лукашистские чиновнички, спецслужбы упустили шпионов на островке стабильности. Скорее, все могло быть наоборот. Чичко могли убрать гэбисты как отработанный материал, а то вдруг он откажется от своих слов. В общем, эта история покрыта мраком. Но мы вернемся к системной правозащите, членом которой он являлся. Самый главный вопрос – зачем? Весь этот цирк с переодеваниями в правозащитников и письмами в международные организации для ярых ебатик – это сложный контент. Им интереснее и понятней озверенок со своими припадочными речами. Вы черви, вы недостойны этой святой земли. Даже на удобрение для нее недостойны. Во-первых, это толкать свои идеи для тех, кто сомневается, какую позицию занять. Особенно для молодежи. Поэтому тут есть такие люди, как Протасевич, который как бы за все хорошее, но против всего плохого. Возможно, Роман и не планировал становиться одним из рупоров пророссийской инициативы. Но что поделать, приходится крутиться. Во-вторых, как уже говорилось, Беляков ярый сторонник русского мира. Более того, он лично ездил в так называемый ДНР и встречался там с сепаратистами. И разные страшилки про то, что у иммигрантов отбирают детей и отдают однополым парам, и вообще Европа замерзает и голодает, это абсолютно пророссийский нарратив. Вот то ли дело в Европе. Счастливые традиционные российские семьи, которые растят детей, чтобы потом их отправить умирать в Украину и получить за это ладу калину. Да и я просто вам напомню, что в России как бы тоже однополые семьи. Там детей воспитывают мамы и бабушки, потому что отцов нет. Третья причина – это контроль перебежчиков, таких как Чичко и Протасевич. Скорее всего, ни одному, ни второму белорусский режим не доверяет, потому что, если посмотреть трезво, Чичко – дезертир с нестабильной психикой. Возможно, социопат, который легко соглашается рассказать то, что от него хотят. Где гарантии, что он не продастся еще кому-то, кому это будет выгодно? То же самое с Протасевичем. Он вообще как бы бывший оппозиционер, работал на нефти и случайно попался. Поэтому за такими людьми нужен глаз да глаз, чтобы не подумали никуда переметнуться. Собственно, вот такая она, провластная системная правозащита. Что это за организация? Вывод сделайте сами, хотя мне кажется, что он и так плавает на поверхности. В общем, жду ваши мысли в комментариях. До скорого!